херню, когда процесс идет, вот этот, так скажем, процесс, ну, как-то доводить до людей, движение, сильным движением, которое ты делаешь. Давайте так скажем. Движения языком твои должны доводиться еще физическими какими-то твоими, блядь, нахуй действиями. Если ты просто балабол, как 15 я прошел эту тему, я косвенный человек, нахуй, то косвенный. Оно не идет, когда ты балаболишь, оно не идет каким-то прогрессом. Потому что у тебя нет физической, в этом, твоем видении физического действия. И тем самым ты уже пропавший. Все, ты уже ноль, нахуй, фрукт. Как это говорят, да, уже овощ, нахуй, овощ, ты уже овощ, блядь. Уже не идет, блядь. Почему, блядь, какие-то политики, почему я себя политиком не хочу говорить, политики, нахуй это не надо, это не нужно, это неправильные слова вообще, по идее, блядь, нахуй. Если ты идешь от народа, ты, значит, какой-то холодный крышкен кишесенсин. Вот примерно ты себя должен так представлять. Примерно, вот я считаю так. Потому что ты не имеешь права как-то себя, так скажем, возвышать, говорить, политика, блядь. Какая нахуй политика? Это не политика, это просто, нахуй, донос до людей, что мы живем неправильно, блядь. Это не политика, нахуй. И не надо его сравнивать с какой-то великой, какой-то проделками политиков, нахуй, блядь. Хуйня это все, нахуй. Это политика тоже, по сути, хуйня сама по себе, блядь. Пиздобольство. Что я хочу сказать? Когда ты хочешь, блядь, провернуть какую-то тему, даже не тема, блядь, нахуй. Выходит у людей теория. Потом эта теория становится практикой, а именно, вот если физически подумать, блядь, где у нас, нахуй, у кого-нибудь практика? Где-нибудь видели? Ни у Кашапова, ни у Габасова, ни у Айсена нет практики. Тогда у теории, вот потерять мы. Значит, шлеммеген, блядь. У теории, да хуя себе теории славян, блядь. Нахрен звать людей на теорию твою, если у тебя нету физической отдачи, если у тебя нету практики. Нету, блядь, харакят, а когда ты на теоретический шлям, ноль, блядь. Ноль, блядь. Почему, блядь, нахуй, когда ты сидишь на уроке физики или химии, у вас есть, нахуй, теория один урок, второй урок практики. Сидишь, взываешь, блядь, что-то химичишь там, блядь. Почему? Потому что ты не можешь, блядь, теорию испытать без практики, блядь. Этих ебанутых теористов, этих ебаных пиздоболов, это пиздят нам уши заливает, нахуй. И как сегодня он с одним ментом, блядь, общался до баса, блядь. Это всего лишь теория. Он, мәгънәсе, аны әйме, шул ук теорияда калып китә. Эшкәртелми ул. Ул эшләнми. Ул кешегә җәлеп ителми. Эшләнми ул, блядь, эшләнми, ёб твою мать. Моны ничек аңлатырга, блядь, нахуй. Моны шул эшләнмәгәч, вот это и есть, нахуй, наша тупость, нахуй. Это не бездействие. Теперь приведу пример вам. Я это тысячу раз говорил. Тоже где-то. Говорил, кому-то говорил, я точно помню. Моя сестра, когда училась в Японии, у нее был, точнее, у них такой не был, у них, короче, был какой-то учитель, палестинец, вроде бы, араб. И он подводил их по исламу же, как бы тоже у них идет, наверное, какие-то догваты или что там. Он сказал, действуйте. Ну, он, наверное, им сказал на английском, на арабском. Ну, вот это слово, действуйте. И вот она мне рассказала это, когда приехала с Японии, когда мы как-то по душам разговаривали, она мне сказала, действуй. Понимаете, просто слово действуй. И она передала того палестинца, араба, короче, палестинца, слово действовать. Почему палестинцы, по идее, может, палестинцы был, не сидят? Почему палестинцы действуют постоянно? Где вы видели, когда они сидели? И это говорится из Корана. Это доводит из мусульманских практик. Почему? Говорится, действуйте. Потому что харакят. А мы что делаем? Мы говорим, а у нас нет действия. Нет действия. Блядь, какие-то заторможенные люди, блядь, можно сказать, я не знаю, блядь, тупые, что ли, я не знаю, блядь, да хуя умные, блядь, можно даже сказать, блядь, потому что уже ботаниками нахуй стали. И мы не можем действовать. Почему? Ну, вот почему она там мне не ответила, это я уже сам вам рассказываю. Вот это слово «действуйте», она мне сказала, для чего? Чтобы стимулировать, когда человек падает, түшкінлікке түшкенде, я на русском не знаю, как это говорить, түшкінлікке түшкенде, холок, киши, нужно действовать. Надо ему дать чуть-чуть, поджечь его и создать его действие, чтобы он харакят кался. И вот это сейчас у нас процесс тот же. Теорию мы знаем, практику мы не имеем. Мы не имеем практику, чтобы действовать. Почему? Потому что у нас нет опыта. А опыт как придет, если у нас, блядь, только теория, нахуй, а действовать нам не дают, нахуй. Стрелять даже не умеем, допустим, да? Это тоже действие. Мы не умеем стрелять. И вот, исходя от этого, сколько имея имамов, мусульманов и так далее, никто нам об этом ничего не говорит. Особенно, если мы смотрим на, допустим, даже Ишмар Хазрата. Ишмар Хазрат вот сразу сидит. Действуйте, он не говорил, не слышал. Руслан Асин, мусульманин, себя, да, татарин, ведет как мусульманин, там, ученый, туда-сюда. Тоже нет действия. У него самого действия нет, во-первых. И вас не ведет к действию. Это и есть, вот это и есть тупость нахуй наша, понимаете? Это не умность, это наш. Действия почему нет? Действия нет у нас из-за страха. Без тәвәккәл Аллахны онытқанбыз. Без намаз укыйбыз, башка кылабыз, но тәвәккәл кылмыйбыз. Понимаете? Как кто-то сегодня, как раз вот этот рассказывал, это МВДшник. Вот я, говорит, какой-то намаз прочитал, я забыл опять, какой-то намаз, и истихару, говорит, прочитал, и пошел, говорит, в это дело. Что такое? Истихару он прочитал, и, получается, отошел от ментовки и уехал в Корею, короче, прочитал истихару. И говорит, кышли намаз. Понятно, без кышли намаз, не кышли намаз. Сам собой, намаз кышли, Аллаха. Сорок сам кышли. Даже суга уху, бисмилlah уху, сунна уже давакиля. Шифакиля. Не в этом суть, а суть, что таваккаль, без таваккаль калубас, именно вот этот наш процесс таваккаля, минус дает нам от этой теории. Вот теорию мы слушаем каждый день от Габасова, от Кашапова, от Услана. Я почему их продиктовываем постоянно и вам говорю? Я могу добавить Ахмад Закаева, хороший оратор, хорошо говорит, еще кому-то. Того же чеченца Сайсена, который сидит, Кутаев, какой-то Кутаев, Руслан Кутаев. Даже того же Али Чалинского возьмем, дагестанец, окей, с Дагестана. Вот я вам примерно говорю, мусульман, это наша умма. Мусульмане, братья мусульмане наши говорят. Но, бральсен дасы харакат кудызна. Меня жиют, меня стримил сосана, битан дасы, хотя бы один пусть мне стрим киданет мне, так скажем, блядь, вызов мне киданет пусть. Вот я им в лицо им скажу, вы кто-нибудь из вас, нас кто-нибудь из вас, блядь, на оружие призывал? Нихуя. А я вас первые дни, блядь, сказал, блядь, дрон, давайте скидываться на дроны и долбить по Москве. Все добро сказали. Ну, Коя пиши. Где вот этот харакят? Нету. Ну, у этих людей, даже Али Чалинский сидит в Украине. Связи в украинские войска войти легко. Сайт Исмагилов, блядь, Кашапов общается. Стримы вы его видели когда-нибудь на зуме, у них общается со стриме. Теперь возникает вопрос, почему же так? А я вам скажу, почему так. Им не нужна война. Они те люди, которые пиздят про час икс, блядь. Им не нужна война, блядь. Onlar хотят просто вот так, путь ему нахуй, блядь, без филя, без фонда. Вот так, блядь, шайтанский вариант у них, блядь, понимаете? Это так не работает. Если бы оно так работало бы, вон то слово, как мне сестра напомнила, действуйте.
мусульманской умме, действуйте. Этого не было бы. Нам, была бы хуйня, нам не надо было действовать нигде. Нигде и в Сирии война не было бы. И вот этот, как это опять, Аш-Шара тоже не действовал бы. Он не действовал бы. Он сидел бы у себя в пещере, и тут Асад сам сдох бы, и они вернулись бы сами. Да, вот так было бы, наверное. Они бы не действовали же. Не надо же действовать. Теория только есть. Он же по теории работает. Ему сказали, теоретически работает. Практики нельзя делать. Шунага, Дуслан, меня бик, лесма, мен даже bu emin tupik kalkıyor. Почему народ такой? Я не знаю уже, вас и обзывать типа блядь, нахуй. И так говорю, и айбет я всем говорю, вам блядь. Ханды слали пизейкам, блядь. Как вам это все донести, а? Да уже, я не знаю, блядь, любые методы я вам привел пример, блядь, что нам только один выход остался, блядь. Кулка, любой кровал, нахуй, автомат один, нахуй, любой кровал, блядь, что на сегодня бермерта, борт, все котер, нахуй, бермерта, блядь, бермерта. Все, тамам, что, блядь, ничего нахуй у нас, от нас, знаете как, от нас ничего не останется, ну, как бы, не уйдет, понимаете, сейчас? От нас ничего не уйдет, понимаете? Ничего, от нас может уйти только наша жизнь. Понимаете, всего лишь наша одна жизнь. Но мы же идем тавакель Аллаху. Действовать идем. Бәлкім Аллах Тәалә нашу тәвәккәл кылганнарны гомерендә узмай берген может. Может, без гомер безнең вакыт алмас. Может, от того, что мы встали, когда уже пойдем, как Асад убегут, и никаких войн не будет. Понимаете? Почему Коранда бөтен әйбер безгә уже бирелеп куелган, блядь. Әйтелгән, что мы мусульмане, если ты истинный мусульманин, то почему Аллах Тәалә нам говорит, что я твоему душману в сердца дам страх? Почему он там написал нам это, оставил нам? Потому что он уже знал это. Потому что мусульмане идут тавакель. Понимаете? Тавакель идут. Я такие темы не могу говорить, делаю сикеля, блядь, пиздец нахуй. Когда вспоминаю про нашего пророка, делаю сикеля, пиздец нахуй. Хуёво становится, блядь, этот. Тяжело людям доносить это, знаете, очень тяжело, блядь, когда... Сейчас где-то напрягу, короче, без обид, отойду. Когда людям доносишь такой вот, что-то не можешь сдерживать эмоции. Жар встала. Поэтому, сори, короче, это, чтобы было правильно слой. Когда вспоминаешь какие-то, читаешь когда, исене төшерәсең, ничек безнең моны хадисларны укыган булсагыз, исегез төшерәсез бит, хадисны, нашлар безнең мөселманнар нашлар көрәшкән, үзенә издермәгән теге, как-то вот, ему не жали, да, и вот это все читаешь, и ты так, шулай, ты становишься вот, как это говорят же, вот иман прибавит, там что-то иман ослабляет, тупизм полный. Я вот этому я не верю, это тупизм людей, самообман. Вот когда ты читаешь хадисы, Куранны, Бажилярны, даже Язгамтина, Куранны, Курана, ты понимаешь, что вот, что именно в тот момент тебе приходит прозрение того, что холок, точнее, холка, шувахта, вот людям уже донесено то, что, блядь, нам нужно, блядь, нахуй, что-то делать, донесено, шулай, а мы придурки, мы же придурки, по идее, люди слабые же, люди, по идее, слабо рожденные люди, ну, вообще люди все, мы поддаемся своему навсу, и что делаем? Мы слушаем, начинаем слушать своего эго, свой шайтан внутренний, и говорим, так, у меня там пока хватает, деньги есть, так, война мне не нужна, Путин хороший, и все, а то, что там умирает, ну, они дураки, нахуй, а я жив. Понимаете? Это самообман, эгоизм и страх своего навса. Мы не можем преодолеть свой навс. И когда ты остаешься самим собой, вот самим собой, не эгоистом, оригинальным самим собой, который вот, ты сам по себе, вот этот момент подумай. Подумай, вот вспомни, может, услышишь мои слова там, может, когда-нибудь вспомнишь, да? Подумай, вот твой навс и твой эгоизм стоит ли того, что столько людей полегло в этой ебаной войне непонятной, а и таких войн до хрена было. Башкортостан, бля, Татарстан к этому относится. И стоит ли вот в этой херне себя жалеть, осознавая, что вот эта хрень, которая сейчас вот тебя настигает, настигнет твоих дальше продолжителей. Дальше продолжителей. И вот эта хрень достигнет, ну, так скажем, сильно внукларана, вораша. На, без да? Вот наши не старались. И нам пришло это. И ты думаешь, ты своим вот этим навсом, эгой, оставив себя живых, что ты думаешь, что-то добьешься в этой жизни, что ли? Или они, которые на войну пошли тупые, макуты, они что-то добились? Или их не 200 тысяч рублей что-то им дали? Дало им? Что им дало? Не дали? Крест. Вот нас дает не действие нам, а самообман и уничтожение. Поэтому во время пророка всегда, мы вспоминаем, да, всегда эти моменты, что он говорил, кто остается, отсидевший дома, оставайтесь, проблем нет. Он не брал их. Может, да, где-то в хадисах могут написать, там, он заставлял. Нет. Где-то пишет заставлял, где-то не заставлял. Мы не знаем это. Точно. Поэтому я считаю, что он оставлял их. Он не трогал их. Потому что туда, на войну идут только те, которые реально тәвәккәл кылганнар. Без тәвәккәл кылсак, Аллах Тәалә безне якта булачак. И те, которые остаются дома, они могут просто умереть от чего-то другого. А мы еще с войны можем вернуться жить дальше. И это далеко бегать не надо. Пример вам. Мой один дед до города Гера дошел, до Германии, с Узбекистана. Узбек. А татарин, не знаю, докуда он дошел, но конной артиллерии Башкортостана дошел точно до Украины. Вот на украинских боях он где-то там тусил, короче. И оба вернулись. Не вернулись бы, нас не было, меня не было, я вам это не рассказывал. И кислота пацана. И прожили там каждый свою какую-то жизнь. По болезни умерли. Понимаете? Сушка, бар, пальканар. А вы не думаете, что вот это сейчас война, как раньше было? Нет, раньше пиздец было, блядь. Тухлое время, блядь, нахуй, считайте, блядь. Клочь меня слушал, блядь. Пиздец, нахуй, голыми руками, короче, воевали. А сейчас дроны, хуёвый, всякая хрень, блядь. Конечно, скажу, вы неправильно воюют, вот это вместе с штурмами, это не надо сравнивать, блядь, их неадекватность. Но суть, самая главная суть в этой херне, что украинцы воюют правильно. У них потерь может меньше, но солдат может меньше, но обычных людей больше, чем солдат, мне кажется. Понимаете, не ты хрень в кабалу какую этот Путин, блядь, загнал просто обычный народ Украины. Вот это и есть, и он Джаханам Кишев зовут. Путин вообще Джаханам Кишев, это понятно, мы это осознаем. Но самое такое здесь, что я хочу доносить, я без нахуя я пытаюсь донести. Но обычным людям, которые, вот как я, обычным людям, которые вот идут на войну, блядь. Вдруг, может, мои слова вы услышите, и может как-то повернете назад.
отмажетесь как-то и убежите куда-нибудь в Казахстан, я не знаю, куда-нибудь уйдете, в конце концов. Именно Башкортостан, Татар, Чечня, Дагестан. Вот я это вам говорю. Фиг с ними, этих крестоносцами, фиг с ними, блин, надоели уже они. А вот вы-то чё? Потом вот эти ваши жалобы, как вот дагестанец, нога и костыль, там что-то там у него, протез, не прокатит. Наоборот, наверное, вот эти инвалиды, они и есть будут нам показатели, кто был на войне или не был. Мы вас будем распознавать таким образом. И шул, им обидно вот это, самое обидное вот эта хрень, когда про тебя будут говорить, что ты был убийцей. Это еще, я говорю про обычных, не про Вагнер, не про тюремщиков, маньяков, а про обычный гражданский народ, который шел просто за бабки мочить этих обычных бабушек, дедушек в Украине. Вы же там, по сути, солдат толком не убивали, не убиваете, понимаете? Просто вы мочите дома, блин. Вы, если пол Украины сейчас забирают, например, да? Сколько это, 20%, да? Земли, да? Допустим, забирают, это, грубо говоря, ну, наверное, Крым проглочен, наверное, да? Ну, если вот так смотреть, я тут раз по карте смотрел, вот так, из Сумской области вниз. Это где-то пол Крыма входит туда, территория. Ну, вот такой огрызок, да, допустим. И считайте, там все полегло. Там где народ, хз, короче, там внутри народа нету. Там чуть-чуть, может, есть один-два бабушки и все. Их нету, они куда делись-то? Умерли, куда делись они? Куда-то сбежали, умерли. И видя вот это все, вот проходя вот это, Башкортостан, Татарстан, халка, ну, иман со злой, ну, иман со зла. Вот это и есть то, что, с одной стороны, вот этот МВДшник сегодня прям говорил про ислам, прям, он, считай, просто я таких людей понимаю, что когда в ислам приходишь первый раз, ты такой, зовешь всех вот такой, у него тоже сейчас пока, у него такая болезнь, у него пока пройдет. Мне тоже так говорили. И когда у людей нет имана, у них идет только прогресс такой, что они крестоносцы, они служат Путину, у них нет имана. Им разницы нету. Они тупо идут самообманом, что они идут за деньги. А вглубь копнуть они даже не хотят. В идеале они не идут за деньги. Они идут за ну, так скажем, за дешевую смерть Путина. За Путина умирают, да, дешево умирают. И идут чисто выполнить, так скажем, приказ Путина. А у них самообман, когда они тут сдаются, когда в плену, они говорят, я за деньги шел. Это обман, за деньги шел, блядь. Это обман, блядь. Понимаете? Алды, во-первых. А если вникать в эту тему, не из-за денег же идут они. Из-за страха. Из-за страха, что их за жопу возьмут, как тут, помните, в Туве, блядь, хуярил, блядь, шопером в жопу одному, блядь, даже. Тувинцу, блядь. Эти узкожопые. Снимай штаны, помните, везде разлетелось видео? Вот и думай после этого. Вот таким образом их забирают. Поэтому они не могут отказывать. Они могут отказывать. И возвращаясь к этому, как раз я еще напомню, что Башкортостан, Татарстан, когда вы пошли уже туда, я это уже в втором году тоже говорил это, идите хотя бы сдавайтесь. Сдавайтесь в Украину. Живые останетесь. Но я Габасову, Кашапову говорил об этом, чтобы он это передал туда. Габасову я не мог сказать. Ну, всем, я в эфире постоянно говорил. Кто сдается, в плен попали. Вот, кстати, с Леоном я так и не смог связаться. Леон мне не ответил тоже. Это вот это. Леон, как его звали? Айгуль Леон. Мне тоже не ответил. Помните, я вам обещал, надо с ней связаться. Ни хера не ответил мне. Они не отвечают, они вообще сами по себе. Может, я с ней хотя бы думал, эфир буду делать. Ни хера никто не отвечает. И вот все ездили в плен. Моя просьба, и вообще, я вам говорил всем, да, пленных нельзя отпускать назад. Это самый огромный минус. Спускать в плен этих людей. Башкортостана, Татарстана. Их нужно было наводить на Москву. Их нужно было ввести на Москву. Вот наш первый план был вот этот, понимаете? Всех пленных на Москву. Потому что какой придет такой ответ? Они пришли уже, попали в плен, значит, дорабатывайте. Здесь вот в этот момент, как бы, с одной стороны, это беспощадно, может, со стороны вам видно, но с другой стороны, уже утилизированные кишля. Утилизированные. И как бы я считаю, что таких людей использовать во благо независимости, это нормально. Да, может, я сейчас как-то охуенно говорю, блядь, там, можете вы подумать, ебанутый, блядь. Это именно тот момент, когда тем самым мы даем урок тем, которые там. Чтобы они, когда рыпнутся сюда, ну, это было, конечно, надо было раньше делать, никто же не слушает, блядь. Если они захотели бы сюда уже рыпнуться и попасть в плен, они бы подумали бы, в плен идти лучше сразу, или там долбиться дальше. Вот у них был наш по разу, короче, туда-сюда, весы были бы. И у нас был какой-то уже отряд, понимаете, их же дохуя, блядь, было. Здесь же они несколькими только людьми по разанию сделали стримы и все. Сейчас вообще не делают даже. Видите, вообще даже Габасов не ездит, никто не ездит, вообще никто никуда не ездит. Все, тишина, все. А мне кажется, не пускают уже их туда. Потому что уже хули шараются туда, уже тут пытаются мирное соглашение делать. Уже все, не дай них, все, тишина полная. Поэтому план Абзя, первая задача наша, подготовить в данный момент теперь, вот не надеясь на